Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Национальный парк «Ленские столбы» сотрудничает с коллегами из многих регионов страны, в том числе налаживается взаимодействие с национальным парком «Русская Арктика». И сегодня гость нашей студии Иван Мизин, заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика». Иван Андреевич, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Насколько я знаю, вы первый раз здесь у нас, да? Да, это мой первый приезд в Якутию. Очень рад самому даже этому факту. Ну, вот, если честно, я вас приглашаю обязательно еще раз посетить наш регион в самые лютые морозы в декабре. Понравится еще больше, это я вам гарантирую. Вы впервые посетили республику, впервые побывали на Медвежьих островах, которые входят в национальный парк «Ленские столбы». Расскажите, пожалуйста, о цели этой поездки. Насколько я знаю, это была затронута тема белых медведей, но все-таки чуть поподробнее. Сама идея вот такого путешествия, такой экспедиции научной, она возникла в прошлом году. После создания заповедника «Медвежьи острова» стало ясно, что одно из актуальных направлений – это развитие мониторинга и исследований такого редкого и флагового арктического вида, как белый медведь. И Национальный парк «Русская Арктика», поскольку занимается этим уже на протяжении 10 лет с момента его создания, то вот такой обмен данными, обмен мнениями, обмен специалистами всегда очень интересен. И вот за эту зиму удалось подготовить вот такую экспедицию, в состав которой и я смог попасть, для того, чтобы ознакомиться с опытом западной части Арктики, с опытом изучения медведей на земле Франца Иосифа и на Новой Земле, и сравнить вот какие-то подходы к мониторингу медведей в ранний-весенний период, когда они выходят из берлог вместе с медвежатами, и посмотреть их отличия в работах, в отличиях в поведении белых медведей. Вот это была целью нашей состоявшейся экспедиции. Вот если проанализировать то, что вы увидели во время экспедиции, то чем отличается парк «Русская Арктика» от парка «Ленские столбы», ну, в частности, Медвежьи острова, в плане среды обитания белых медведей и их численности? Ну, среда обитания, с одной стороны, конечно, одинакова. И в Медвежьи острова архипелаг, и те архипелаги, которые входят в состав Русской Арктики, они находятся далеко за полярным кругом, в арктических морях бассейна Северного Ледовитого океана. Но в то же время есть и особенности. Вот этот небольшой архипелаг Медвежьи острова находится в зоне припаянного льда, где в течение всей зимы достаточно стабильные льды и, соответственно, окружающая среда. Для архипелага земля Франца Иосифа, например, условия более разнообразные. Ближе открытая вода, ну, гораздо больше, конечно, территория. Территория — это миллионы гектар. 9 миллионов. Да, но это вся территория парка, 8,8 совместно с участком на Новой Земле. Но, тем не менее, это все вот единый массив, который находится в более теплых условиях Баренцева моря. И, соответственно, немножечко медведи разные у них поведение, хотя, конечно, основные параметры, они для вида одинаковые, что в Восточно-Сибирском море, что в Баренцевом море. Вот как раз о поведении белых медведей давайте будет следующий вопрос. Вы, насколько я знаю, чуть ли не в пасти у белого медведя побывали. Насколько эти хищники опасны? Расскажите о повадках, привычках и вообще о поведении. Да, это был такой эпизод и в моей жизни, и в практике, соответственно, особо охраняемых природных территорий наших арктических. В принципе, повадки белых медведей, они обусловлены поиском добычи в таких суровых арктических условиях, характеризующиеся и непогодой, и с большими морозами, и длительной протяженностью полярной ночи. В общем-то, конечно, повадки примерно одинаковые, но вот то, что касается Медвежьих островов, то, что я увидел, для меня было удивительно, что медведи мало попадаются на глаза. При примерно сходной следовой активности я ожидал, например, увидеть большее количество медведей визуально. То есть медведи все время были вокруг нас в течение нескольких дней нашей экспедиции, но увидеть их удалось всего один раз, потому что, видимо, вот это свойство льда, торосистость припаянного льда вокруг Медвежьих островов и, возможно, связано с этим большая подвижность белых медведей, она дала такой эффект, что медведей мало видно. У нас же, например, льды более ровные, не с такими торосами, и рельеф земли Франца Иосифа, например, это высокие берега, которые на несколько десятков метров возвышаются до сотен над уровнем моря, они позволяют видеть как бы дальше и видеть большее количество медведей в этот период. То есть, вот, видимо, какие-то все-таки особенности поведения, связанные с наличием добычи, они существуют. И это было, в общем-то, интересно. Это еще предстоит немножечко обмыслить, что же
на самом деле вот, вызывает причины вот такого различного способа обнаружения белых медведей. По следам, визуально, как сопоставить то, что ты видишь, косвенные признаки пребывания животных с тем, что есть на самом деле. В последнее время в средствах массовой информации стала появляться информация о том, что белые медведи стали выходить к людям в населенные пункты. Во-первых, с чем-то связано? Неужели это все-таки кормовой базы недостаток или любопытство какое-то? Как с этим быть и как, самое главное, мирно сосуществовать? Вопрос этот непростой, и, конечно, для того, чтобы ответить на него развернуто, требуется достаточно долгое время с примерами, с какими-то, с выкладками, с приведением каких-то уже имеющихся фактов и событий, анализа этой ситуации. Совершенно ясно одно, что в последние, по крайней мере, 3 десятилетия действительно медведи все больше стали выходить к населенным пунктам в Арктике, и не только населенным пунктам, которые существуют здесь давно, с каким-то коренным населением, но и вахтовые поселки, которые стали больше появляться. То есть у нас идет 2 процесса. С одной стороны, это действительно уменьшение площади льда в летний период в арктическом бассейне, в морях арктического бассейна, а с другой стороны и появление новых участков, где люди стали появляться вновь. И это другой тип уже природопользования, другой тип освоения Арктики. То есть многие люди ведь появляются в составе вахтовых поселков, как я уже сказал, то есть это не коренные жители, которые живут сотни, может быть, даже тысячи лет на этом месте и знают, как общаться с белыми медведями. И да, для этих поселков вахтовых особенно требуются особые правила поведения. Это более четкая дисциплина, это, конечно, ограждение определенных мест, концентрации людей, избегание, разделение среды обитания белых медведей и места работы человека, потому что в любом таком поселке появление белого медведя, оно же не только опасно для человека, но оно и одновременно препятствует нормальному проведению работ, ради чего здесь люди, собственно, и находятся. И поэтому необходимо исключать вот эти случаи проникновения белых медведей на территории каких-то рабочих площадок, и уж тем более на территории тех мест, где как раз компактно проживают вахтовики. Иногда к причинам, которые приводят к каким-то конфликтным ситуациям, является, конечно, не очень грамотное обращение с отходами, с коммунальными отходами, прежде всего с остатками пищевых отходов. Безусловно, в условиях недостатка, особенно в безледный период года, в период полярной ночи, естественного кормового ресурса, который привычен для белого медведя, наличие такого дармового, можно сказать, легкодоступного корма, абсолютно легкодоступного и часто энергетически выгодного, хотя и не свойственного белому медведю, большого запаса пищи, это, конечно, основная причина того, что животные притягиваются и даже на какое-то время остаются здесь. И вот тут как раз могут возникать уже какие-то ситуации, связанные с конфликтными взаимоотношениями между человеком и белыми медведями. Скажите, а есть ли, может быть, какая-то памятка, какой-то регламент, как вести себя при встрече с белым медведем, чтобы, скажем так, не вызвать у него сильную агрессию и остаться невредимым? У нас в нашей стране его нет как единого документа, как единого регламента, но существует... На бытовом уровне хотя бы. И даже не только на бытовом. Существует, особенно в последнее время, тоже эта работа была интенсифицирована в связи с участившимися случаями встречи белых медведей и человека. Есть целый ряд разработанных инструкций и рекомендаций. Они в разных районах и для разных типов природопользования существуют. Есть такая и для Русской Арктики, есть такая инструкция для Ненецкого автономного округа, есть такие инструкции для участков в Сабетте на Ямале, для поселков на Новой Земле. Они существуют, они утверждаются какими-то локальными актами администрации или руководства каких-то площадок, они входят в состав инструктажа по технике безопасности. Да, такие инструкции есть, и прежде всего они как раз знакомят и настоятельно требуют от человека, прибывшего в Арктику, в этот участок, где встречаются белые медведи, не ходить в одиночку, не кормить белых медведей, быть внимательным и на самом деле для себя некие ограничения, связанные с работой с мусором, с отходами, ввести в обиход. То есть человек не должен царить, не должен выбрасывать мусор никакой и должен вести себя соответственно своими служебными обязанностями, не выходя за их рамки. То есть, к сожалению, гулять свободно просто так в одиночку крайне не рекомендуется.
Глобальное потепление, о котором все больше и больше говорят в последнее время, не представляет ли угрозу исчезновения, может быть, даже белого медведя как отдельного вида? Или пока, в принципе, тревогу бить не стоит? Да, тревогу как раз бьют уже последние несколько лет, безусловно. Не совсем ясна степень влияния на белого медведя. То есть как виду, возможно, ему пока еще не угрожает ничего, но его характеристики индивидуумов, отдельных животных, они показывают, что состояние белого медведя ухудшается, потому что ему жить все сложнее и сложнее, особенно в западной части Арктики, где процессы связаны с потеплением, с уменьшением площади льда, с изменением каких-то параметров годового цикла, замерзание моря, его разрушение припаянного льда, перемещение тюленей как видов, которыми питается белый медведь, они меняются, они ухудшаются для белого медведя. Он все чаще действительно остается на берегу, где есть ему нечего, соответственно, он и в теле, в размерах тела может уменьшаться, и количество медвежат в выводках начинает уменьшаться. То есть влияние это существует, но одновременно с этим наверняка наблюдаются процессы, связанные с адаптацией белого медведя как биологического вида к текущим изменениям климата. И если процесс адаптации будет идти достаточно адекватно скорости изменениям климата, то, в принципе, белому медведю ничего не угрожает. Но об этом мы узнаем в ближайшие 5-6 лет, потому что именно примерно до 2030 года, по всем прогнозам, как раз вот эта обстановка, связанная с изменением площади льдов и состоянием белого медведя, должна в какой-то мере либо стабилизироваться, либо пойти в какую-то вот сторону явных изменений, и тогда можно будет сделать выводы. То есть мы на пороге каких-то научных осмыслений. Вещей. Да, безусловно. По идее, с посещения Медвежьих островов у вас началось сотрудничество с парком Ленские столбы. Скажите, в каком виде оно будет продолжено, будет ли подписано какое-то сотрудничество и предполагается ли, может быть, участие еще каких-то национальных парков или особо охраняемых природных территорий? Ну, вообще, сама идея ассоциации различных особо охраняемых природных территорий между собой в рамках каких-то отдельных направлений работы, она уже давно у нас в стране реализуется. И сейчас назрел вопрос об организации такой совместной работы арктических ООПТ. От Западной Арктики до Чукотки. Естественно, центральную часть в этом таком будущем сотрудничестве занимают особо охраняемые природные территории Якутии. И мы вот де-факто вот этой экспедиции Русской Арктики, Ленских столбов и Медвежьих островов заповедника, мы, в общем-то, начали такое сотрудничество. И я думаю, что сейчас пройдет небольшое время, мы пообсуждаем это все с руководителями других ООПТ, может быть, с министерством, что внутри себя поймем, каким образом нам нужно это делать. Да, мы заключим, конечно, соглашение пока между нашими организациями о научном сотрудничестве, о природоохранном сотрудничестве, подумаем, каким образом оказывать консультативную или вот какую-то практическую помощь уже непосредственно на местах, каким образом можно обмениваться специалистами или направлениями работ. И это должно быть, на мой взгляд, следующим шагом вот в развитии наших арктических особо охраняемых природных территорий, потому что в других регионах страны такие ассоциации уже, в той или иной мере, эффективность уже существует. Вот теперь дело за нами. Мы подошли, наконец-то, к практическому воплощению вот этой идеи сотрудничества между арктическими ООПТ. Ну что ж, я желаю вам в этом самой большой удачи. Иван Андреевич, благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Ну и ждем в гости еще раз. Спасибо большое. Обязательно приеду. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью», и сегодня гостем нашей студии был заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Берегите себя. До встречи в эфире.